Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Рак – это тяжелое заболевание, которое сложно диагностируется на ранних стадиях и трудно поддается лечению на поздних. Вокруг этой болезни много страха и фобий. Онколог не только лечит пациентов, но и участвует в различных инициативах, позволяющих онконастороженным людям получать достоверную информацию, а пациентам больше узнавать о болезни и ее лечении. Мы поговорим сегодня со Светланой Мыреевой, заместителем главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, врачом-онкогинекологом Якутского республиканского онкологического диспансера. И поговорим мы о ранней диагностике рака в том числе. Давайте сразу перейдем, Светлана Анатольевна, наверное, к онконастороженности по раку. Когда человек в любом симптоме видит признак рака, можно ли предположить, что это поможет ему вовремя заметить болезнь, или она все-таки может случиться даже на ранней стадии? Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие слушатели. Онконастороженность, когда у человека есть, это очень хорошо. Но когда человек видит любой симптом и думает, что у него рак, это, конечно же, патологическое состояние, называемое канцерофобией. Да? Все должно быть в меру. Поэтому в нашей стране есть такие мероприятия, как профилактические осмотры, диспансеризация, которые человек должен проходить в течение всей жизни, и во время которых можно выявить предраковые состояния и даже рак на ранней стадии. Но все-таки что вы включаете в понятие онконастороженность? Онконастороженность — это комплекс профилактических мер, направленных на выявление предраковых состояний и ранних форм рака. В нашей стране приказами Минздрава России регламентированы прохождение диспансеризации населения. В определенные периоды своего возраста человек проходит данное обследование. С 18 лет до 39 раз в 3 года обязательно проходит комплекс обследований. После 40 уже раз в год нужно проходить. А есть ли какие-то доказанные факторы, которые провоцируют возникновение рака? Все-таки я и помню из курса своего онкологии, причин может быть несколько. Да, для каждой локализации рака существует ряд факторов риска. Как мы знаем, причины рака мы до сих пор не знаем. Да? Лишь для немногих локализаций. Например, рак шейки матки, там уже известно, да, вирус папилломы человека вызывает данную патологию. А для всех остальных локализаций выделяют так называемые факторы риска. Основные факторы риска — это курение, ионизирующее излучение, бактерии, вирусы, ультрафиолетовое излучение, алкоголизм, злоупотребление алкоголем. По алкоголю, то есть вы четко, да, видите тенденцию, что если этот фактор есть, злоупотребление алкоголя, то чаще всего в этой группе все равно формируется какая-то онкопатология. Да, этот фактор, он доказан. Люди, страдающие алкоголизмом, они чаще все-таки рискуют заболеть злокачественными опухолями, нежели те, которые не злоупотребляют. Почему порой выходит так, что рак находят только на самой поздней стадии? К сожалению, стоит признать, что запущенность, она связана, конечно, в большинстве своем случаев с поздней обращаемостью. Пациенты, которые не проходят так называемые профилактические осмотры, диспансеризацию, пренебрегают этим. В большинстве своем случаев причиной является это. Также есть такие формы рака, да, допустим, рак яичников. Да, он очень сложно диагностируется. Нету такой скрининговой программы выявления раннего рака яичников. Да, поэтому данная патология, она тоже выявляется, как правило, на запущенной стадии, на 3-й, на 4-й стадии. А почему так протекает бессимптомно? 1-я, 2-я стадия? Допустим, рак яичников, вообще физиологически, анатомически, да, яичники, они расположены
не за брюшина, вне брюшина, да, не покрыто брюшиной. И при образовании в них опухоли симптомов никаких, как правило, нет. Ни болевого, ни какого-то там, ну и нарушения менструального цикла, да, у молодых женщин. При появлении такого симптома, как асцит, это накопление жидкости в брюшной полости, да, когда увеличивается живот, тогда женщины, как правило, обращаются. Но уже, к сожалению, там уже стадия может быть уже и третья, и четвертая. Стадия, как правило, уже, да, третья. Да, уже и третья метастазы стадия. могут быть. А вот если все-таки взять вот по частоте обращаемости к вам пациента, все-таки на первом месте какая локализация? Во всем мире, в нашей стране, в нашей республике, да, уже на протяжении многих лет лидирует рак легкого. Ну, это среди общей популяции, да, среди мужчин, женщин. На втором месте рак молочной железы. Ну, третье место периодически рак печени, рак шейки матки. Ну, на первом месте всегда рак легкого. Вот как раз вы затронули тему, да, вот этих периодических медицинских осмотров, диспансеризации. Я хочу еще раз, да, присоединиться к словам Светланы Анатольевны в части прохождения регулярного диспансерного наблюдения. Почему это так важно? Вот многие говорят, что это для галочки, но по факту именно в рамках таких периодических медицинских осмотров или диспансеризации, в зависимости от того, в год рождения под какой вид исследования попадает, можно как раз обнаружить начальные стадии онкологического заболевания. Проходит ФЛГ, проходят мазки на онкоцитологию у наших девушек, женщин берут. Значит, клинический анализ крови с биохимией. Ведь даже по ним можно уже заподозрить, что есть какое-то нарушение в организме, и далее уже вас врач-терапевт направит на второй этап диспансеризации, где вы уже пойдете более углубленное исследование. Поэтому вот просьба не пренебрегать этими простыми вещами, тем более еще запись на диспансеризацию у нас сейчас свободная, и проходить это обследование, чтобы уже, вот, как и говорит Светлана Анатольевна, не запускать заболевания, в том числе вот как раз рак яичника. Как вы сами относитесь к анализу на онкомаркеры? Ну, как мы знаем, онкомаркеры — это такие вещества, белки, да, которые продуцируют опухоль, не только опухоль, но и нормальные клетки могут продуцировать. Да. Но онкомаркеры, они для большого скрининга, скажем так, да, они, как правило, не применяются. Только для единственной локализации, это для рака предстательной железы, этот метод может применяться. Для мужчин. Мужчины в рамках диспансеризации сдают кровь на простат. ПСА, да? Да, простат-специфический антиген. Простат-специфический антиген. И остальные маркеры, они уже используются для диагностики, не для скрининга, а уже для ранней диагностики рака, да, когда в основном пациенты уже приходят к онкологу, к врачу уже второго уровня с подозрением, тогда онкомаркеры уже можно использовать для диагностики. И онкологи используют также данный метод для мониторинга лечения, для эффективности лечения и для распознавания рецидива заболевания, так как онкомаркеры, они могут повышаться за 3, даже за 4 месяца до клинических проявлений рецидива. Вот, кстати, да, по поводу онкомаркеров, да, очень много иногда люди пугаются, потому что у них может быть повышен маркер еще и независимо от того, есть у них онкопатология или нету, за счет каких-то внутренних воспалительных процессов, которые не связаны с онкологией. Да, и поэтому, да, вот иногда бывают, это не то, что ошибки, да, значит, это ложноположительный да, результат. это называется ложно, да, положительный результат, и тоже не надо пугаться, надо просто... доброкачественных заболеваний, в гинекологии, допустим, есть заболевание эндометриоз, это доброкачественное заболевание. При нем очень часто повышается онкомаркер CA-125. Как раз который при раке яичника является тоже да, он очень бывает высоким. Вот по поводу программы, да, которая существует в Якутии для раннего выявления рака, есть онкопоиск, а какие есть еще программы, которые применяются активно у нас?
Ну, у нас в Якутии, ну, многие, наверное, уже знают, пользовались нашим регион-специфичным пилотным проектом онкопоиск.саха.ру, который работает на веб-платформе для 6 видов рака, где пациенты могут пройти анкетирование, и по результатам которого выявляется группа риска, скажем так. Люди с повышенной вероятностью развития рака, этих людей мы приглашаем уже на более углубленное обследование. Ну, за последние годы у нас уже более 20 тысяч прошли такое анкетирование. Эффект есть. Пациентов мы выявляем и с предраковой патологией, и с раком, причем ранних стадий. То есть этих пациентов мы спасли, можно сказать. Они пролечены и живут дальше своей жизнью. Профилактика ВПЧ, первичная профилактика, вот то, что вы говорите, вакцинация, да, но, к сожалению, она в России у нас пока не национальный календарь прививок, она не введена, данная вакцина, но над этим как бы Минздрав работает. Ну и по опыту других стран, развитых стран, да, которые занимаются уже вакцинацией несколько десятков лет. Они достигли очень хороших результатов, у них и снижается заболеваемость этой патологии, смертность. Допустим, в Австралии они прогнозируют, что через 40 лет у них уже этого заболевания не будет априори, рака шейки матки. Хороший у них критерий. Да, это все вот связано с первичной профилактикой. Ну вот у нас все-таки в республике насколько распространенность рака шейки матки есть? Рак шейки матки у нас считается распространенной формой рака. Ну, в общей популяции, да, у женщин он стоит периодически на 4-м, на 5-х местах, то есть на лидирующих позициях. Это, конечно, не есть хорошо, учитывая то, что это рак визуальной локализации, то есть рак, который мы можем увидеть, да, при профилактических осмотрах. Поэтому очень важно профилактические мероприятия данного заболевания. Это, конечно же, осмотры, гинекологические осмотры, взятие цитологических мазков. А вот какие, может быть, ну, такой звоночек, да, или звоночки тревожные должны стать для женщин, для того, чтобы они заподозрили, что что-то не то? Надо все-таки обратиться. Именно при этом заболевании? Да, вот и по раку шейки матки, да, и по раку молочной железы. Ну, вот в целом, если взять женскую патологию, так как вы все-таки онкогинеколог. Все женщины это прекрасно знают, что нужно проходить самообследование, да, раз в месяц перед зеркалом. Обязательно нужно осматривать свои молочные железы, проводить пальпацию. Это проводится после менструации, да, обязательно на наличие образования, изменения цвета кожных покровов, да. Обязательно лимфатические узлы нужно пальпировать, да. Выделения могут быть, да, из груди. Ну, естественно, прохождение диспансеризации, как я уже говорила. Женщины после 40 лет обязательно должны проходить маммографию. Относительно рака шейки матки, ну, при начальных совсем стадиях, да, при нулевой, так называемой инситу, да, первых стадий, обычно симптомов не бывает. Да. Симптомы появляются, когда опухоль уже, скажем так, прорастает сосуды, лимфатическую систему. Тогда могут быть и кровянистые выделения, да, межменструальные, водянистые, гнойные. Присоединение болевого симптома это уже сигнализирует о запущенности процесса. Поэтому пренебрегать, опять же, да, профилактическими осмотрами не нужно. Это может спасти жизнь. Вот как раз вы сказали про мазки на цитологию, да? Насколько это эффективная мера в части диагностики? 100% подтверждается? Ну, вообще цитологический скрининг по данным ВОЗ, он считается одним из успешных мероприятий по скринингу, да. Но есть одно условие, если хороший охват скринингом и адекватная интерпретация анализов. Вот тогда
скрининг будет работать. До 90% можно снизить смертность от рака шейки матки. До 70% можно снизить развитие рака шейки матки из предраковых состояний при их выявлении на скрининге. Поэтому данный скрининг, он очень хорошо работает при соблюдении вот этих условий. А можно ли, вот, правильный вопрос пытаюсь сформулировать, чтобы понятнее он было зрителям. Рак поддается ли профилактике? Может, вот так? Или же все-таки, если он, скажем так, суждено появиться ему, значит, он в любом случае появится. Другой вопрос, что мы немножко сможем лишь оттянуть его срок. Под профилактикой понимается это комплекс мероприятий, да, проводимых на предотвращение развития рака. Ну, первичная профилактика, это вот мы уже об этом поговорили, это вакцинация. Да. Ну, вакцинация во всем мире существует только от вируса папилломы человека, который является причиной рака шейки матки, и также вакцинация от гепатита Б, что тоже снижает риск развития рака печени. Ну, у нас в России данная вакцинация проводится, мы уже имеем определенные результаты. Вторичная профилактика — это вот наши пресловутые диспансеризации и профилактические осмотры. Ну, третичная профилактика — это уже занимается, да, это уже занимаемся мы, онкологи, для предупреждения рецидивов. Ну и метастаза возникновения в случае необходимости. А вот по поводу наследства, да, все-таки генетический фактор, он не исключается в возникновении онкопатологии, и чаще всего люди так говорят: ну вот у моей там бабушки или дедушки была онкология, у папы, мамы были, ну, значит, и, скорее всего, у меня будет. Вот как быть таким людям, на какой стадии начинать уже работу по недопущению развития у них заболевания, и чтобы максимально жизнь в себе продлить без этого коварного заболевания? При развитии рака прослеживается наследственный фактор, да, это уже доказано. Ну, можно унаследовать такие вот измененные, мутированные клетки, но в процентном соотношении я вам как бы не скажу. Это все, конечно, зависит степень родства, и сколько родственников у данного человека, да, болели или болеют раком. Ну, зная свою наследственность, конечно же, вот, опять же я говорю, нужно проводить профилактические мероприятия, чтобы предупредить. Ну, сейчас у нас в современном мире, скажем так, да, можно сдать анализы на генетические мутации, да, сдать кровь. Ну, в основном это касаемо рака молочной железы и рака яичников. Вы, наверное, знаете, есть такие гены BRCA1 и BRCA2, и по ним определить риск развития и возникновения рака. Ну вот если взять уже такую практическую плоскость вашей работы, все-таки вы отвечаете за амбулаторно-поликлиническую помощь, как выстроена маршрутизация пациентов в онкологическом диспансере? Предположим, я пациент, да, у которого что-то заподозрили на первичном поликлиническом уровне. Вот в поликлинике врач говорит: ну, что-то вот не то, дает тебе направление в онкологический диспансер. Дальнейшие мои действия. Вас в вашей поликлинике должны записать на прием. Либо вы сами можете позвонить, все наши контакты есть на наших сайтах, позвонить, записаться в определенный день к определенному врачу, подойти на прием. Ну и с этого момента уже начнется обследование по данной патологии, по которой вас направили. Обследование у нас проходит в течение установленных сроков. 7 дней, по-моему, в рамках 7 дней должно. Но направление обязательно должно быть? Да, мы принимаем по направлению. То есть уже какой-то, скажем так, зона, в которой необходимо искать, уже, в принципе, врачом на первичном уровне должна быть определена.
Да. Я, коллеги, почему так детально это разбираю? У нас очень много иногда и в социальных сетях, и зрители задают вопросы, вот, связанные с направлением к онкологу. Кто-то хочет просто пойти провериться, ну, потому что, вот, как я уже приводил примеры, там бабушка, там, папа, мама, была патология, и вот хотят сразу в онкологический диспансер, потому что видят это название. На самом деле сначала надо обратиться в поликлинику по месту жительства, пройти минимальный набор исследований, и на основании них уже врач поликлиники, будь то терапевт или специалист более узкого профиля, он уже определит вас по направлению, в случае, если что-то заподозрит, какое-то отклонение, уже в онкологический диспансер. И записаться туда вы можете по телефону. Вот если, опять же, возвращаясь к обычному пациенту, вот он проходит исследование, что входит в первую очередь в стандарт этого исследования, к чему готовиться? У нас в диспансере? Да. Ну, смотря с каким диагнозом направили пациента к нам. Если вот Ну, разберем классический или там вот женский, да, опять же, рак Мгм. молочной железы или рак шейки матки. Если пациент подошел уже с обследованием, это, как правило, так и бывает, да, обычно какое-то предварительное обследование уже у пациента на руках есть, это и ультразвуковое исследование, и даже иногда компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Мы, в свою очередь, можем, если этих исследований нет, мы их, естественно, проводим, да, по показаниям. Также проводятся пересмотры, консультации уже имеющихся дисков, снимков. У нас все как бы в программе есть. Ну, программа «Архимед» для рентгенологов. И у нас доступ есть, в принципе. Да. Вот это тоже очень важный момент. Вот Светлана Анатольевна затронула. Снимки, которые делают в большинстве как и городских, так и республиканских учреждений, они попадают в единую базу данных. Вам не надо с этими снимками приходить, потому что это все видно благодаря вот системе Архимед или по-другому Центральному архиву медицинских изображений, и возможность у врачей на месте посмотреть ваш снимок сейчас имеется. Это вот один из плюсов цифровизации системы здравоохранения. Хорошо, КТ сделали, да, там на МРТ, если надо, да, с учетом того, что у вас есть эти возможности, вы сами проводите, у вас оборудование есть. Вот дальнейших выявили, ну, допустим, первую стадию, да, небольшой очаг, одна единственная опухоль. Кто занимается пациентом? Вы его ведете до конца или же все-таки поликлиническое звено продолжает лечение? Когда пациенту диагноз точно выставлен, а диагноз рака он выставляется на основании только гистологического исследования. Ни КТ, ни МРТ, ни онкомаркеры, да, только биопсийный материал, под микроскопом осмотрены, все там увидели точно клетки рака, да, выставляется диагноз злокачественного образования. Далее пациент обсуждается на междисциплинарном консилиуме онкологов, в состав которого входят все специалисты, занимающиеся лечением, да, данной патологии. Это и хирурги, и радиотерапевты, и химиотерапевты. И уже согласно клиническим рекомендациям, которые утверждены Минздравом Российской Федерации у нас, да, уже планируется лечение. Определяется, какое лечение, с какого лечения начнется, да, начнет пациент получать. Либо это будет самостоятельное лечение оперативное, либо это будет комбинированная операция плюс там химиотерапия или лучевая терапия. Это определяет, конечно, консилиум. Не единолично врач. И дальнейшая тактика лечения, она с чем связана? Вот когда кому назначают лучевую терапию, кому назначают химиотерапию. Люди это очень сильно боятся все-таки, и там очень такое высокое побочное действие от лечения. Ну, какое лечение будет получать пациент, да, тот или иной пациент, это зависит от многих факторов. В первую очередь от стадии. Ранние стадии, они в большинстве своем случаев, они лечатся хирургическим путем. То есть это механическое удаление опухоли,
В большинстве своем случае, если ранний рак, да, сейчас проводятся органосохраняющие операции. Если же процесс запущенный, там более продвинутой стадии, вторая, третья, четвертая, там лечение, скорее всего, будет комбинированное. Ну вот если немного поговорить об операциях, все-таки у нас в Якутии сейчас и опыт онкологов достаточно большой, и операции проводятся разноформатные. Есть ли те, за которыми все-таки придется ехать в Москву, или в основном там делается все в Якутске? Да, Иван, мы в последние годы добились больших успехов. Вот, да, именно по хирургическому лечению, да, у нас произошел большой прорыв. Мы стали делать операции более современные, да. В большинстве своем операции у нас стали мини-инвазивными, то есть лапароскопическим доступом, торакоскопическим доступом. Это до 80% таких операций стали выполнять наши хирурги. Имеется тенденция к органосохраняющему лечению. Это тенденция во всем мире, и в нашей республике мы тоже придерживаемся этого. Поэтому Вот всегда ли операция? спектр всех операций, да, у нас проводится в республике. Любое лечение можно у нас получить. Но бывают случаи, когда редкая опухоль, какой-то сложный случай, да, сопряженный с другой патологией. Да. Таких пациентов, да, мы можем направлять в федеральные институты. Ну, есть такой контингент пациентов, которые Сами желают, да, желают выехать, они просят. Естественно, мы их не можем отказать, это их право. А вот всегда ли точнее, не всегда ли, а вот бывает ли онкопатология, при которой операция, она радикально помогает решить вопрос появления рака, и больше никакого лечения не требуется? Ну, конечно, это начальные стадии рака. Они подразумевают и лечение, небольшое лечение. Это и не только удаление органа, да, как раньше делались такие калечащие операции. Сейчас достаточно проведения резекции, удаления части органа. А вот я понимаю пациентов, которые обращаются к вам и порой узнают, что у них запущенный процесс, тяжелая форма. Ну, понятно, что мы всегда это мягко говорим людям и так далее, но тем не менее, какую вы работу еще индивидуальную проводите вот с пациентами, которым ставится диагноз онкологии? К сожалению, в штате пока нет онкопсихолога. Но я думаю, в ближайшем будущем он у нас появится, наконец-то, да. Есть у нас, скажем так, волонтеры, да, которые нам помогают, и пациентские какие-то движения, которые с нашими пациентами тоже работают. Ну и нам самим приходится тоже работать психологами. Ну, с годами ты тоже становишься, да, психологом практически. А вот как быть пациентов с районов республики? Ну, если в городе более-менее понятно, все-таки иногда и при поликлиниках есть в крупных свои онкологи, которые консультируют пациентов и направляют к вам сразу, и доступность все-таки здесь ближе. А 10 человек находится в отдаленном районе. Вот, создавались центры амбулаторной онкологической помощи. Там пациенты, я так понимаю, получали лекарственную терапию и в целом консультации онкологов. Вот будет ли продолжена эта работа? Может быть, будет как-то изменен формат этой работы? Вот куда обращаться людям из нашей глубинки? Да, у нас в республике ежегодно открываются центры амбулаторной онкологической помощи в районах. Их на сегодняшний день у нас 18. Первичные онкологические кабинеты также работают, где работают, ведут прием, лечат онкологи, прошедшие специальное лечение. Ну, эта тенденция будет продолжаться. Свою эффективность работы эти отделения показали. И пациенты с подозрением на злокачественное образование обращаются, как правило, в эти ЦАУПы, если они есть на местах.
Если нет, то их отправляют сразу к нам, в онкодиспансер. Ну вот исходя из вашего опыта, да, сейчас много говорят о рождаемости в стране. Отмечали ли вы тенденцию, что девушки или женщины, которые не рожали, они больше подвержены, например, онкологическим заболеваниям женских половых органов? Или же все-таки разницы нет? Рожал, все равно риски у всех одинаковые. Да, отсутствие родов или малое количество родов — это является фактором риска таких гормонозависимых опухолей, как рак тела матки, да, рак молочной железы, рак яичников. Э, Это доказано многими исследованиями, э, имеет место быть. Мгм. А вот по поводу статистики, да, какой средний возраст ваших пациентов? Это более молодые или возрастные? Всегда говорят, Ну, в рак большинстве своем, конечно же, средний возраст заболевших раком — это ну, скажем так, пенсионный, менопаузальный, да, 55-60 лет. это по женщинам или вообще в целом? И по женщинам, Мгм. и мужчин. Ну, то есть пожилые люди Мгм. чаще болеют раком. Мгм. Ну, ой, Просто многие говорят, что рак вот сейчас молодеет. Вот отмечали ли вы, что все-таки сейчас стало больше пациентов молодых? Или в целом вот тенденция с высоты вашего опыта, она одинаковая? для определенных локализаций такая тенденция есть. Вот для гормонозависимых опухолей, да, молочной железы, рака тела матки, раком яичников. Но это связано с тем, что урбанизация во всем мире, она продолжается, да, увеличиваются болезни, так называемые болезни цивилизации, такие как сахарный диабет, ожирение, гиподинамия, гипертония. Вот эти вот все факторы, они являются факторами риска вот этих злокачественных опухолей. Поэтому чаще стали болеть молодые люди тоже. А вот на вашей практике вот самый молодой возраст, наверное, обратившейся девушки или женщины с онкопатологией какой был? Ну, если я не путаю, где-то до 30 лет, 26-27 лет, была пациентка с раком шейки матки. Но у нее, значит, было очень ранний дебют половой жизни, там 14 или 15 Мгм. лет. То есть у нее, получается, организм встретился, да, с вирусом папилломы человека в очень юном возрасте, когда эпителий шейки матки, он еще, ну, скажем так, не окреп, он очень был восприимчив к инфекции. И вот ей хватило несколько лет, чтобы вирус вызвал вот такие необратимые изменения на эпителии шейки матки. Ну, вот у онкологов, наверное, один из основных показателей, это первый, это раннее выявление онкологии, а второй, это уже когда выявили, это средняя продолжительность жизни с выявленной онкологией лет. Ну, то есть если раньше всего выживаемость при некоторых видах рака была менее года, то сейчас, и я видел уже статистику буквально вот недавно, все-таки тенденция к тому, что люди с онкологией живут дольше, она четко выраженная. Вот на сегодняшний момент сколько это лет, да, и в целом каких можно достичь еще результатов, на ваш взгляд? В настоящее время онкологам удается вылечить почти половину заболевших раком, да, причем эта половина, она продолжительность жизни у них довольно-таки большая. Там идет речь не только о 5-летней выживаемости, но и 10-летней выживаемости. Это говорит и, конечно же, и все-таки и профилактические мероприятия, да, проводятся, и лечебные возможности тоже возросли. С каждым годом появляются все новые препараты, такие как иммунотерапия, таргетные препараты. Мгм. А вот если взять статистику по районам, все-таки вы наблюдаете всю республику как ведущее учреждение в Якутии. Есть ли какая-то там диспропорция? Ну, вот там условно в Якутске на процент жителей выявляется больше онкологии, где-то там в Вилюйской группе меньше или наоборот. Или в целом статистика говорит, что везде пропорционально одинаковое количество выявляемой патологии.
Нет, конечно же, нет. Выявляемость в крупных промышленных районах, да, городах, она там выше. Там и диагностика, скажем так, лучше, и население, проживающее в городах, в промышленных районах, оно все-таки по статистике болеет чаще. Поэтому там заболеваемость будет выше, чем в деревнях. Здесь еще вот вы правильно отметили, что все-таки диагностика, она сейчас шагнула очень сильно вперед. Все-таки у нас появились ИКТ, даже в отдаленных районах. Вот, классический пример Среднеколымск. Там на небольшой численность населения есть свой КТ-аппарат, который позволяет выявлять уже тоже на ранних стадиях ту же самую онкопатологию при обращении, уже не приезжая пациентам сюда, в Якутск, и зная цену билета, конечно, это большое подспорье для врачей, которые там работают. И, безусловно, сейчас медицина шагнула уже достаточно хорошо в части диагностики, и онкобригады ваши активно выезжают и проводят там первичные осмотры. Конечно, вот цифра еще растет еще из-за этого. Ну а так в целом, мое личное убеждение, может, поддержите его, не поддержите, в целом у нас уровень онкопатологии, он остался на том же, как, допустим, там 15-20 лет, просто диагностика улучшилась, и поэтому мы видим какое-то количество цифр, Да. которые Это увеличились. кажется, что заболеваемость растет, но она, конечно, растет, она и будет расти ежегодно. Но, как вы сказали, и 30 лет назад болели раком, и сейчас болеют, в принципе, одинаково. Просто раньше мы не знали, от чего человек Да, умер, умер. а сейчас мы знаем, да. Спасибо большое, Светлана Анатольевна, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать вашей нелегкой работе, потому что вы спасаете жизни от очень важного такого социального заболевания, как онкопатология людей. И, конечно, большая благодарность коллективу онкологического диспансера за тот труд, за ту работу, которую вы проводите. Ну и спасибо, что нашли время и подошли сегодня к нам в нашу студию. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии была Светлана Анатольевна Мыреева, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Якутского республиканского онкологического диспансера. Мы в целом говорили о выявлении онкологии у нас в республике, какая статистика, о том, куда необходимо обращаться. И я думаю, что многие из вас получили ответы на интересующие, самые популярные вопросы, которые появляются и в социальных сетях, и часто задаются они и так нам, врачам, кулуарно. Поэтому смотрите нас всегда по будням в 19:15 на канале Якутия-24. Также мы есть в социальных сетях. На этом выпуск программы «Якутия в деталях. Проект «Мой доктор» подошел к концу. С вами был Иван Луцкан. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Якутии. Всего вам самого доброго, конечно же, здоровья и до свидания.